Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана провел рабочее совещание по вопросам сельского хозяйства. Ашхабад поддержал инициативу Астаны по созданию регионального центра ООН. В 2025 году Туркменистан и Австрия наметили активное культурно-гуманитарное сотрудничество и другие новости. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел рабочее совещание с участием заместителя председателя Кабинета министров Атахалыева и Хакимов Вилаятов. Основной темой обсуждения стали вопросы аграрного сектора страны и проводимые в регионах сельскохозяйственные работы. Глава государства подчеркнул, что строгое соблюдение агротехнических норм является непременным условием получения богатых урожаев и достижения высоких показателей в сельскохозяйственной отрасли. 29 марта 2025 года в городе Аркадак состоится международная конференция «Год мира и доверия. Развитие международной гуманитарной деятельности». Организатором мероприятия выступает благотворительный фонд по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом министр иностранных дел Туркменистана Рашид Миредов сообщил в ходе брифинга. По словам руководителя туркменского внешнеполитического ведомства, к участию в конференции приглашены государственные и общественные структуры зарубежных стран, представители международных организаций и их представительств, занимающиеся гуманитарной и социальной деятельностью. Основными темами форума станут здравоохранение, медицинская помощь, образовательные услуги для детей и подростков, а также вопросы изменения климата. Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк-Маслихаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил поздравления президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву в связи с единогласным принятием резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Региональный центр Организации Объединенных Наций по целям в области устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана», инициированной Казахстаном. Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимова провела встречу с главой австрийско-туркменского общества Недой Бергер. Высоко оценив культурно-гуманитарное сотрудничество между двумя странами, стороны обсудили предстоящие мероприятия на текущий год. Лабораторно выращенные мясо, молоко и сахар могут впервые стать доступны британским потребителям в течение ближайших 2 лет. Британское агентство по пищевым стандартам рассматривает способы ускорения процедуры одобрения продуктов, культивированных в лабораторных условиях. Такие продукты выращиваются из клеток в специализированных биохимических производствах. Сингапур в 2020 году стал первопроходцем, разрешив продажу клеточного мяса для употребления человеком. За ним последовали США в 2023 году и Израиль в прошлом году. При этом в Италии ввели запреты на реализацию подобной продукции. Дубайский муниципалитет представил медицинскую лабораторию с системой drive-thru, позволяющей сдавать анализы прямо из автомобиля. Передача данных будет занимать всего 1 минуту. Услугами автомобильной лаборатории могут воспользоваться государственные и полугосударственные организации, частные компании, специалисты в сфере экологии, безопасности и здравоохранения, а также представители авиакосмической отрасли. Юниорская сборная Туркменистана по хоккею выиграла бронзовые медали в 3-м дивизионе группы «Б» на чемпионате мира среди игроков не старше 18 лет. В решающем матче за бронзу туркменские хоккеисты победили команду Боснии и Герцеговины со счетом 5-2. Подопечные тренера Мейлиса Кулиева дважды уступали по ходу встречи, но в заключительном периоде смогли переломить ход игры, забросив 4 безответные шайбы. Героем матча стал Султанхамид Вахитов из клуба «Галкан», оформивший хэт-трик. 12 марта Аркадак сыграет против Ист Бенгала в ответном матче 1/4 финала Лиги вызова АФК. Первая встреча в Калькутте завершилась победой туркменской команды со счетом 1-0. Команда Аркадак выйдет на поле в белой форме, гости сыграют в красном. Матч состоится на стадионе Умного города. Начало игры в 15:30. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.